Радищики национального каждый день готовят интересные материалы как для молодежи, так и для более взрослого населения. Вещание ведется на русском и на ингушском языках. В день выходят 5 интерактивов, где люди могут задать любые интересующие их вопросы в режиме реального времени. Благодаря инициативе и труду каждого сотрудника радио быстро завоевало своего преданного слушателя. Их не видно, но всегда хорошо слышно. Все мы пытаемся представить силуэт радиоведущих, когда слышим их голос по приемнику. Так вот она, Милана Манкиева, та самая девушка, которая рассказывает вам новости, держит в курсе событий и затрагивает все самые больные вопросы на прямых эфирах. Все плохо, меня не кормят, таблеток нет, никто ко мне не подходит, то есть я просто лежу и всем на меня все равно. Лучше бы я дома остался. Вот как вы можете эти заявления прокомментировать? То есть имеют место быть такие случаи, либо это, может быть, кто-то от того, что нечем заняться, эти сообщения записывает? Очередной гость эфира Ахмед Боров, руководитель Росздравнадзора по Ингушетии. Догадаться, о чем идет речь, несложно. Коронавирус вот уже несколько месяцев остается темой номер один. Меры предосторожности, самолечения, эпидситуация, жалобы вносят ясность по каждому тезису. Не рассчитана система на такой поток больных. Если, например, вот мы говорили до этого, что специалистов не хватает, конечно, не хватает. По всему миру их не хватает. Если, например, в спокойное время врачей-инфекционистов их необходимо было, например, на 15 коек один врач, то сегодня при этом заболевании на 6 коек необходим один врач. У них нет праздников и выходных, ведь слушатели не ждут. Каждый день в радиостудии национального политики, актеры, спортсмены, режиссеры, психологи рассказывают о самых важных и интересных событиях из жизни региона. Ингушетию накрыли осадки, урожай под угрозой, а значит на ринг вызвали Россельхозцентр Ингушетии. Климатические погодные условия, они влияют на наши посевы, они влияют на получение хороших урожаев, и мы знаем, что, что поделаешь. Против природы не пойдешь. Бойцы невидимого фронта не любят камер и запускают к себе телевизионщиков только по праздникам. Между важными дискуссиями телефонные провода разрываются желающими поздравить радищиков. Я очень сожалею, что я не могу выбраться, к сожалению. Кстати, мы тоже узнали ваш тембр и ваш голос. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Дал сабр лолдвей. От всей души вас с праздником, с вашим профессиональным праздником, ребята. Я вам позвонил для того, чтобы вас поздравить. Сегодня день радио. Спасибо. Один из моих любимых праздников. Хочу поздравить руководство и сотрудников вас, телерадиокомпании нашей, с этим праздником. Пожелать вам крепкого здоровья. Между тем, в стороне не остаются и коллеги по цеху. Радиостанция 99,5 FM, Государственное радио Кабардино-Балкарии поздравляет вас и, безусловно, нас с нашим профессиональным праздником. Побольше успешных прямых эфиров, ну и, конечно же, как можно меньше ляпов. Разве только шутки ради. Спасибо вам, и, конечно, хочется поздравить вас. Приезжайте к нам в гости в Ингушетию, мы обязательно также вас посетим. Как только карантин снимут. Спасибо вам большое за приглашение. О том, что национальные волны можно поймать по всей стране, убеждаешься, когда слушатели звонят с приветами из самых разных уголков необъятной родины. В далекой Сибири это наша одна страна, одно государство. Рад поздравить, приветствовать жителей Ингушетии. Мое скромное приветствие. Я рад, что у меня есть знакомые друзья из далекой Ингушетии. Впервые День радио отметили в Советском Союзе в 1925 году, но сам праздник уходит корнями в далекий 1895 год, когда выдающийся физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил пробный сеанс связи. То, что тогда казалось волшебством, сегодня вполне привычное явление. Самые преданные ветераны радио звонят и вспоминают, как начинали свою карьеру. Получил разрешение в органах, в то время это было при КГБ, в части в городе Грозном, сдал технический минимум, на радиолюбителя получил свой позывной. И вот так вот продолжал некоторое время. Вот так вот происходило, как бы состоялся, как я радиолюбитель. Ну вы до сих пор слушаете радио, да, любите? Конечно, радио это, я даже считаю, что это неотъемлемая часть моей повседневной жизни.
Национальное радио – это более 10 часов прямого эфира в сутки. Наши коллеги ежедневно готовят материалы, насыщают эфир интересными программами и регулярно расширяют собственный контент. В этом году вместо праздничных колпачков у радийщиков и гостей интерактивов – медицинские маски. Маски, конечно, работать тяжело, но так как мы работаем с людьми, нам приходится соблюдать все меры предосторожности, соблюдать дистанцию. Ну, все это временно, поэтому потерпеть, я думаю, мы сможем. А настроение какое у тебя? Праздничное? Настроение бодрое, праздничное. День радио нужно отмечать на работе, тем более, когда работа не в тягость, а в радость. Поэтому хочется, конечно, поздравить всех людей, которые имеют непосредственное отношение к этому празднику, и своих коллег, и радиолюбителей, радиослушателей, всех людей, которые имеют отношение к радио. Я с этим праздником поздравляю. Ребята, это наш день, его нужно отметить с размахом. Сейчас это, правда, не получится, но после того, как снимут все ограничительные меры, я думаю, что мы с лихвой наверстаем упущенное. На Национальном стараются учесть вкусы своих слушателей. На волне 88,8 FM каждый слушатель находит для себя то, что ему интересно. Для детей «Алга Мот Буч», «Фиалгиш Буч» — интересная передача. И интересная передача, вот мне нравится, рассказывает, я сейчас вам не скажу на память, кто ведет эту передачу, но вот о наших героях, о наших именно заслуженных деятелях. То есть бывает. И нравится еще передача, вот тоже часто его слушаю, Ахмеда Тангиева, именно Бусубдин Слярха. Тоже очень интересный рассказчик он. Радио мы слушаем по возможности часто, и, как правило, это происходит в дороге, когда мы выезжаем на участок, либо на поля, либо уже непосредственно на поле. Наши сотрудники также слушают радио у себя где-то вот в опрыскивателе, где-то в машине, в технике специальной. Радио Ингушетия с самого утра и до позднего вечера настраивает своих слушателей на положительную волну и хорошее настроение. Более того, в этом месяце контент подобрали специально на Рамадан. Самое время настраивать свои приемники на волну 88,8 FM. Зелимхан Калоев, Ахмед Гандаров, Новости 24.